Ну, и как я оценю, я всего лишь медсестра. Что же я могу про здравоохранение сказать? Я патриот своей больницы железнодорожной. Я считаю мою больницу самой лучшей. И коллектив самый лучший в нашем городе. И врачи у нас самые лучшие. Также люблю свое отделение глазное. Мне нравится все. Хорошо все. Пока идет по плану. Работаем. Стараемся. Просто вкалываем. Вместе со своим главным врачом, со своим заведующим отделением. У нас Муроев Баир Андреевич, заведующий отделением. Вот мы и работаем всем коллективом, дружным, сплоченным. Одни благодарности. У нас одни благодарности. От больных, от пациентов, от всех. И у нас книжка полная благодарностей. И я поэтому считаю, что самое наше отделение лучшее. Жалоб-то нет. А зарплаты как? Зарплаты, как у всех, маленькие. Медики же всех, ну как, мало же получают. Конечно, хотелось бы 40 тысяч получать, 50 тысяч получать. Но где же это нереально? Уже на пенсию мне скоро, через 2 года. Так и не получила я большой зарплаты. А народ идет работать в медсестры? Медучилище, по крайней мере, полное. Конкурс 25 человек на место. Каждый год. Каждый год. Это в училище? Медицинское училище каждый год идут такие вот сборы. Потому что я что-то слыхала, от кого-то там слыхала, сама училась недавно и так далее. Большой-большой конкурс. Значит, медсестры идут, работать-то идут, значит, люди-то нравится, значит, как-то. Или сперва романтично это все, молодежь-то идет, красивый белый халат, коротенький, шапочка, а потом тяжело. Многие уходят. Ну, вообще-то я скажу так. У нас текучести в больнице нету. Как пришли молодые девчонки работать, которые пришли вообще с азов работать в нашей больнице, так до сих пор работают. Еще на пенсии работают. На пенсию ушли с нашей больницы пенсионерки. Прожили жизнь в больнице. Проработали жизнь в больнице. Детей вырастили, сами состарились. И все в одной больнице. Текучести практически нет. В железнодорожной у нас больнице. Значит, работает, любит свою работу. Кому что? Кто что любит. Кто на что родился, там и пригодился. Тяжелая посменная работа. Она, ну, посменная, конечно. Но я не считаю, что у нас в глазном отделении так уж тяжело. Что у нас же нет все-таки ночных дежурств, как я скажу, ночных. Чтобы приезжала скорая помощь, привозила тяжелых больных, чтобы были вызываться там на бригады вызывались. Но нет же такого. Поэтому у нас все-таки в отделении-то милостливо. Не так трудно, конечно, как в других отделениях, в которых очень трудно работать. Для меня, вот, например, ну какой характер? Другие говорят, да ничего, нормально работаем. А мне кажется, что они просто тяжело работают. Я говорю, девчонки, как же вам тяжело? Как же вы устали? Они говорят, да ничего, не устали вроде. Работают, хорошо работают. Все их хвалят. Кардиология у нас, вон какие тяжелые. В нервном отделении как тяжело работать. В первой хирургии, во второй хирургии. Все тихо, молча, серьезно работают. Потому что нравится им это. Как-то не увольняется. В глазном, мне кажется, у нас новинок много, да, убирают сейчас и глаукомы, и катаракты. Одним днем, да, Как это называется? Новые технологии приходят на смену. Конечно, хотелось бы больше финансирования, да, чтобы побольше приборов, побольше всякой аппаратуры, понятно. Но и то все равно получаем что-то, все равно больница покупает нам. Баир Андреевич оперирует. Нормально. Больные видят, это хорошо. Самое главное, уходит зрячими и благодарные нашему врачу, нашему медицинскому всему персоналу. Конечно, это хорошо. И так радостно, конечно, за них. Да радостно, да и все. Хорошо. Тут видите, как хорошо в глазном? Эффективно, да, сразу. Ну, да. Пришел, плохо видит. Ушел, ну, видит ясно. Радостно-то как. То есть сразу видно результат. Да. Как Баир Андреевич нас говорит, что катаракта – это жемчужина офтальмологической хирургии. Жемчужина. Сразу раз и видит. Оно, конечно, глаукому тоже помогает. Он, конечно, давление снижается после операции. Больной улучшается качество жизни. Больные выходят на работу. Конечно.
И другие операции он делает, конечно. И пластические там операции на веках он делает, и различные всякие там другие операции. Блефаропластика уже делает? Блефаропластику. Сколько стоит? Да, никто не знает. Я не люблю это юридические вопросы Ага. решать. Это главные врачи пускай решают. Мы, медсестры, никогда не суемся в юридические вопросы. А вот так-то он все просто всем помогает. Вот, например, у нас и курсовые лечения же есть, да? И, например, у кого всякие различные заболевания глаз, все же лечится. У нас лежат в стационаре, лечится. Больные. Всех пролечиваем, всех попринимаем. Ко всем относимся очень хорошо. Ко всем относимся доброжелательно. Такое интеллигентное отделение. Дорожники. А что-то я ни одной медсестры-то не знаю, чтобы она была заслуженной. Не могу назвать даже в нашей больнице. Хотя работают-то все одинаково, честно. С врачами вместе, главное. Не отдельно же. Отдельно мы не работаем без врачей. Без врачей мы что? И как бы поощрений моральных нет, да? Да, хотелось бы, чтобы, конечно, давали и отличников производства, там что-то еще там. На пенсию идти. Надо льготы хоть какие-то немножко. Хоть побольше пенсии, чтобы было. Работать-то тяжело дальше. Хотелось бы отдыхать уже. С каждым годом труднее все приходится, конечно.